Я благодарю, Господь, за каждое дыхание, которое является свидетельством Твоей благодати. Сегодняшнее божественное послание предупреждает о проблемах, которые угрожают вашей семье и намереваются погрузить вас в финансовое отчаяние. Однако не бойтесь, Бог наблюдает за вашей безопасностью и благополучием. Даже если есть те, кто не празднует ваше процветание, я здесь, чтобы помешать их злым планам. Доверьтесь мне и ждите светлого будущего. Ваше время восстановления пришло. Я обещаю вернуть то, что было у тебя несправедливо отнято. Повторяйте с верой: Господь, я чувствую себя благословенным за мир, который дает мне Твое присутствие. Бог заявляет, что завтрашний день принесет новые чудеса. Ваш мир, процветание и цель будут обновлены, утраченные благословения будут восстановлены. Провозгласите с убежденностью, что это чудо принадлежит вам. Следующие 7 дней будут полны позитивных сюрпризов и радостных новостей. Евангелие учит нас не бояться, когда возникают трудности, ибо я всегда рядом с тобой, принося тебе утешение своим духом и надежду своими словами. Я благодарен за мир и руководство, которое вы мне даете. Я доверился тебе, Господь, и верю, что Твои планы направлены на мое благополучие. Напишите с верой: «Я верю в Тебя, Боже, потому что Ты мой проводник». Проснувшись, приготовьтесь к необыкновенным новостям. Не пренебрегай этим посланием, сын мой, будем с нетерпением ждать того, что будет дальше. Бог присутствовал во времена ваших страданий, Он наблюдал за вами в самые трудные часы и никогда не оставлял вас. Сегодняшнее божественное послание объявляет, что любые невзгоды в вашей жизни скоро будут обращены вспять и приведут к положительному результату. Вы созданы для уникальной цели, вы благословлены, талантливы и любимы. Исцеление и обновление придут к вам сегодня, и в ближайшие дни вы испытаете лучшее в жизни с точки зрения удовлетворения и богатства. Прими и восславь чудо творения Твоего, Господи. Сохраняйте спокойствие, особенно когда кажется, что мир настроен против вас. Будьте спокойны, зная, что я на вашей стороне. Заявите о своем доверии к Богу, и пусть ваша жизнь станет вечным свидетельством Его любви и доброты. Евангелие обещает, что вы будете вечно жить под божественной благодатью, потому что Творец знает вашу сущность и не обвиняет вас. Признавая ваши личные трудности, Он желает протянуть к вам руку помощи, потому что вы Ему дороги, как сын. Используйте этот день как еще одну возможность посеять любовь, создать драгоценные воспоминания и поверить, что на этой неделе ваши шаги будут направлены на правильный путь. Напишите с надеждой: «Мои благословения уже в пути». Божественное Слово уверяет, что никакое препятствие не сможет остановить то, что вам суждено. Позвольте высшей любви течь из вашего существа, наполняя каждую частицу вашего существования. Выражение благодарности за настоящее создает основу для будущих благословений. Сосредоточьтесь на работе Божественной руки в вашей жизни, даже во времена ожидания, потому что ценные уроки сотканы в тени. Бог обещает, что в ваших невзгодах придет утешение, ваши слезы преобразятся божественным состраданием. Запишите и повторите в своем сердце: «Я верю в Господа». Мудрость Священного Писания – это свет, который предупреждает нас о лжи других и советует нам быть осторожными с мягкими словами со скрытыми намерениями.
В Священном Писании мы находим убежище, успокаивая себя тем, что даже перед лицом самых трудных испытаний мы не одиноки. Бог – неразрушимое прибежище, наша вечная сила. Даже в самых глубоких невзгодах Он заявляет: «Бог – моя сила и мое прибежище». Мы требуем устранения тех, кто желает зла, и защиты от тех, кто раскидывает на нас клевету и ловушки. Пусть небесное руководство окружит нас добрыми людьми, которые помогут нам процветать в Его благодати и исполнить наше предназначение. Прокомментируйте с верой: «Я принимаю и получаю ваши благословения». Начинается переход к жизни в полноте, где раньше был дефицит, теперь возникнет изобилие. История вашей жизни находится в полной метаморфозе, обещая положительные повороты, чудеса и радость. Имея власть, я, Господь Саваоф, повелеваю благословить ваше существование. Не подвергайте сомнению силу, исходящую от Божественного, ибо я управляю вашей судьбой. Пройдите под этой истиной и наблюдайте, как происходит трансформация. Скажите и повторите: «Я учусь и расту, Боже, под Твоим постоянным руководством». Основываясь на вашей безграничной вере, каждое ваше убеждение подобно горчичному зерну, готовому прорасти. До конца этой недели почувствуйте, как в вас вливается полнота жизни. Процветание жизненной силы, радости и удовлетворения. Твердо держитесь этого обещания. Храните его как сокровище в своем сердце, потому что вы находитесь на пороге нового рассвета, полного чудес, которые отметит ваш путь. С верой празднуйте: «А Господь, я благодарен за победы, которые Ты даруешь моей душе». Это подходящий момент, когда все складывается в вашу пользу. Доверьтесь небесному плану. Я тщательно разрабатываю лучшие сценарии для вашей жизни. Это приглашение открыть свое сердце, мое любимое дитя, для переполняющего притока божественной любви и благодати, которая готова сокрушить тебя. Стойте твердо в вере, сознавая, что чудеса уже идут, чтобы проявиться во всей своей полноте. Слава аминь. И если вам нравятся слова Бога, оставьте свой лайк и поделитесь этим сообщением со всеми, кому это нужно. Приготовьтесь к волне счастья, которая превзойдет все ожидания, и к этой радости, сопровождаемой сияющим здоровьем и удачей, омойте свое существование. Примите эти дары с благодарным сердцем, зная, что они являются максимальным выражением вечной любви Бога. Если верите, напишите: «Приди ко мне, Господи, с силой, обновляющей мой дух». Новый этап на пути к неминуемым благам, освобождающий вас от сомнений и страхов, которые хотят преградить вам путь. Доверьтесь божественному плану, который направит вас к вашей высшей цели, наполнив вашу жизнь богатством и благословениями. Знай, что бремена твои известны мне, и я уже получаю облегчение, которое принесет свет и надежду. Провозгласите: «Боже, Твое присутствие – мое величайшее сокровище». Во времена неопределенности посмотрите на небо и вспомните Бога Вселенной, способного сделать невозможное реальностью. Оставайтесь твердыми в вере, ибо она будет вашим убежищем от бурь. Если вера находит отклик в вашем существе, подайте во Вселенную сигнал 1111. В дни одиночества, когда мир кажется слишком тяжелым, вспомни обретенную мудрость и пережитые радости, ибо я – сияние на твоем пути, убежище во время бури и утешение перед лицом боли и меланхолии.
Я благодарен, Господи, за Твое безграничное милосердие и прощение. Запишите это, Боже, я чувствую, как Твоя рука ведет меня, признавая Твою человечность и склонность к ошибкам, но с уверенностью в искуплении и новых возможностях возрастать в вере и благодарности. И я с убеждением готов принять эти благословения. Согласно посланию, которое они нам отправили, открывается новый многообещающий горизонт, где внезапно открываются двери, которые долгое время были закрыты. Мы собираемся стать свидетелями чудес, которые изменят наш курс к лучшему. Я прошу вас досмотреть эту запись до конца и принять неожиданные чудеса Бога, потому что, когда Он с нами, невозможное растворяется в чистой силе. Скажите сейчас: «Отче, я прошу Твоей бесконечной милости и прощения». Преобразования, осуществляемые Божественным, осязаемы и мощны. Приготовьтесь попрощаться с повторяющимися негативными циклами, поскольку сейчас наступает эра изобильной любви. Будущее рождается там, где вы достойны всех милостей, где через несколько дней откроются двери неизведанным возможностям процветания. Возможно, новая работа, новый автомобиль или даже дом, о котором вы всегда мечтали. А когда вы посмотрите на свой банковский счет, вы удивитесь умножившимся плодам. Я сделаю вам живое свидетельство того, что по божественной благодати все достижимо. Подтвердите, написав: «Я приветствую, Господи, Твой вклад в мою жизнь». Если вы остаетесь стойкими в своем хождении веры, вы получите самые славные благословения. Мечтайте, концентрируйтесь, и благодаря ежедневным и божественным усилиям невозможное станет доступным для вас. Помните, что вы способны на великие свершения, поэтому питайте свою веру, будьте стойкими и всегда добивайтесь своих целей. Если это послание находит отклик в вашем сердце, скажите «Аминь» и присоединяйтесь ко мне в этой молитве. Мы благодарим Тебя, Божественный Создатель, за укрепляющее слово, которое Ты дал нам сегодня, обновляющее нашу энергию и восстанавливающее наши пути. И вот что нас ждет, когда путь покажется невыносимым, это придаст нам сил. В несчастье он будет нашей радостью и при, казалось бы, непреодолимых препятствиях откроется нам. Велики намеченные для нас проекты, полные непрекращающегося прогресса. Имейте в виду, что одна молитва может изменить все существование, и что в верности мы строим путь к успеху, потому что мы уже прощены. Примите прощение себя и ждите желанных подарков, счастья, процветания, любви и спокойствия. Заявите: «Я принимаю Бога как основу своей жизни». Доверьтесь этому щедрому и ревнивому Небесному Отцу, который хочет для вас самого лучшего. Он знает ваши самые сокровенные желания. Приблизьтесь к Нему со своими молитвами, и вместе мы совершим великие дела. Он идет рядом с тобой на каждом этапе пути, дорогой сын. И даже перед лицом испытаний оставайтесь постоянными, решительными и уверенными. И если мое сегодняшнее послание тронуло ваше сердце, скажите твердо: «Бог со мной всегда». Бог — это сила, присутствующая в самые трудные времена, источник бесконечной благодати и милосердия. Пусть божественный свет достигнет всех тех, кто стремится к надежде и спокойствию во имя Иисуса. Любовь длится вечно. Итак, мой драгоценный малыш, отдай все свои заботы, тревоги и неуверенность в мои руки и верь в историю своей жизни, когда она разворачивается.
Я тот, кто пишет чудеса и питает ваш дух. Ваш Небесный Отец видел ваше горе и бремя, которое вы несли, но, возможно, сейчас самое время мне осыпать вас многими благословениями. Я Бог, дарующий покой и новые начинания. Я должен предоставить вам средства, с помощью которых вы сможете выполнить свою миссию и наслаждаться жизнью в изобилии. Хотя юристы, врачи и воины играют жизненно важную роль в нашем глобальном обществе, моя дорогая, только я могу дать тебе вечную жизнь. Истинное счастье ты найдешь в моей компании, но главным образом ты ищешь меня где-то в другом месте. Я могу превратить хаос в значимое послание, тебе просто нужно поверить в меня. Мне доставляет огромную радость получать множество благословений счастья, финансового успеха и улучшения здоровья. И он превращает препятствия в демонстрацию веры, а поражения в славные победы, пока я нахожусь среди них. Всегда помните, что необходимое нам духовное питание исходит от Иисуса Христа, моего возлюбленного Сына. Те, кто ищет Его с открытым сердцем, испытают вечную радость. Это может сделать даже самые худшие моменты вашей жизни немного лучше. Если ты устал и обеспокоен, ищи у Него утешения, Он успокоит ваше обеспокоенное сердце. Если вы открыто провозгласите Иисуса Господом и поверите, что Я воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Помни это, я нежно стучу в дверь твоего сердца, моя дорогая. Поделитесь со мной своими самыми глубокими мыслями и чувствами, и я смогу сделать вашу жизнь более волшебной во всех отношениях. Когда ты впустишь меня в свою жизнь, произойдут чудеса. Согласно тому, что сказал Господь, я вмешаюсь в вашу жизнь, когда придет время лучшего для всех, кто найдет время прочитать эти слова. Более того, пусть милость Господа дарует вам защиту и безопасность. Пусть ваши обстоятельства изменятся силой непоколебимой веры. Несмотря на все, что вы испытываете, знайте, что желание всегда есть, даже в глубине отчаяния. Я маяк, который сияет, когда слезы текут из твоих глаз. Я собираю их все и сушу для вас. Ваша боль не уйдет, и я сделаю все возможное, чтобы сделать из ваших трудностей что-то прекрасное. Приветствуя приобретение в своем сердце, приготовьтесь к чудесным переменам во всех сферах вашего существования с точки зрения карьеры, финансов, здоровья и личных отношений. Я готов разыграть награды, я Бог чудес. Пока вы в депрессии и думаете, что ваши желания бесполезны, я прокрадусь и принесу вам чудо, которое укрепит вашу веру в мое время. Ведь это я обычно бегаю за кулисами и придумываю чудеса специально для тебя. Включите это время отдыха в свой график, ведь я способен вернуть вам спокойствие и благополучие и вернуть то, что у вас украл дьявол. Я осыплю вас духовным и финансовым богатством. Пожалуйста, примите эти вещи с признательностью. Тревога, напряжение и боль вот-вот покинут вашу жизнь в 2024 году. Я освобождаю вас от всех ограничений, чтобы вы могли наслаждаться жизнью счастья, процветания и удовлетворения. Я молюсь, чтобы вы обрели абсолютное благополучие, вечное спокойствие, безграничное счастье, стремительный рост бюджета и уверенность в том, что ваши цели находятся в моих надежных руках. От страдания к удовлетворению, от отсутствия направления к изобилию, от хаоса к ясности и от боли к прогрессу ваша жизнь претерпит позитивную трансформацию. Я Бог освобождения,
и я могу разорвать узы, которые вас ловят. Я знаю, что многие из вас борются с зависимостью, депрессией и страданиями. И если вы попросите о финансовых чудесах, они придут к вам, когда вы этого захотите, и вся ваша семья сможет исцелиться. Любой, кто откликнется на призыв Иисуса, будет со мной в этом процессе. Доверьтесь моим обещаниям и испытайте на собственном опыте благословения, которые вас ждут. Я буду рядом с тобой и буду вести тебя каждую минуту. Вот 3 вещи, о которых Господь хочет, чтобы вы подумали сегодня. Во-первых, доверьтесь Ему, это поможет вам пережить это трудное время и исправить то, что сломано. Во-вторых, знайте, что Бог действует в вашей жизни, Он превратит любую плохую ситуацию в хорошую, благословит вас и ваших близких и принесет исцеление вашей боли. Бог укрепит вас, когда вам захочется сдаться, доставит вам удовольствие, когда вы разочаровываетесь, и создаст путь для моего дорогого малыша, даже когда кажется, что выхода нет. Я единственный, кто может дать вам все хорошие и лучшие для вашей жизни. Я твой Небесный Отец. В отличие от мимолетных теней, я всегда рядом с тобой, ведя тебя сквозь все бури и трудности. У тебя есть моя бессмертная, неизменная привязанность, и я отдал бы за тебя все. Присоединяйтесь ко мне в молитве. Возлюбленный Отец Небесный, Ты так сильно любишь меня, и я благодарен, что Ты создал меня. Богу Отцу я благодарю за искупительную жертву Иисуса Христа. Нет предела вашей щедрости, вашей милости, вашему состраданию и вашему милосердию. Твоя преданность мне не знает границ. Пожалуйста, примите мою искреннюю просьбу о ваших благословениях во всех аспектах моей жизни. Пожалуйста, благослови моих близких, моих друзей, мои произведения искусства и мой банковский счет. Пожалуйста, помилуй мое тело, разум и дух. Пожалуйста, благослови мои отношения, мои стремления и мои планы. Пусть моя конечная судьба, моя душа и мой дух будут благословлены. Тебе я отдаю все свое существо, включая эмоции, идеи и навыки. Все мое существо здесь для тебя. В глубине своего существа и всем своим имуществом я доверяю тебе. Ваше мнение принадлежит мне, и я обожаю, уважаю и почитаю вас как своего Бога и Господа. Я обещаю вам, что вы с легкостью и процветанием накопите огромное богатство и наполните мою жизнь радостью, удовлетворением и изобилием. Помимо заметного улучшения вашего финансового положения, вы можете ожидать исцеления и восстановления в ваших отношениях и внутри вашей семьи. Эти вещи будут выполнены, потому что я говорю это в ответ на повеление Иисуса. Хорошая новость заключается в том, что вы собираетесь пережить период безграничной, чудесной, изменяющей жизнь благодати. Так что будьте готовы. Бог обещает, что перед выходными вы испытаете бесконечный поток благословений, любви и денег. Если вы досмотрите этот фильм до конца, я подарю вам свое благословение, щедрое наследие, которое будет длиться поколениями за непреодолимую цену. Провозгласите это миру и скажите это слова, которые вы решите использовать, имеют силу. Полной надежды, говорите вы, имея невообразимую сумму денег, стабильность моего банка на этой неделе значительно возрастает. С Божьей помощью привлекаю 10 миллионов долларов. Я готов воспользоваться рядом преимуществ, чтобы обменяться с вами жизнями.
Когда я стану миллиардером в ближайшие 12 часов до 2024 года, чтобы привнести в вашу жизнь много хорошего, например, богатство, хорошее здоровье, веселье и радость, я подумал о прекрасном финансовом варианте. Поскольку я одновременно ваше убежище и источник энергии, я могу оставаться рядом с вами, всегда направляя и защищая вас. Благодаря мне вы можете найти успех, деньги и вдохновение. Все в вашей жизни, включая ваши отношения, ваше здоровье, ваши финансы и ваши процессы, значительно улучшатся, если вы согласитесь со мной. Это будет просто волшебно. Благодаря этим преимуществам вы получите много радости, улыбок или даже финансового успеха. Конечно, я могу думать о маркетинге и о хороших вещах, происходящих в наши дни. Помните эти 3 вещи, мне действительно нужно, чтобы вы это сделали. Я буду здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути, поэтому, пожалуйста, согласитесь со мной. Я починю все независимо от того, насколько оно сломано. Поверьте мне, и я починю этого драгоценного поврежденного малыша. Я твой источник силы, даже когда ты слаб и изнурен, даже когда тебе грустно. Я могу поднять тебе настроение. Ваши узы укрепятся, если вы позволите мне войти в ваше сердце, мои дорогие друзья. Я починю то, что сломано, и сообщу единство и любовь. Знай, что ты очень любим мной. Я могу сделать все лучше, так что верьте мне всем своим сердцем. Ежедневно просто позволяйте восходу солнца. Мои теплые объятия любви и сострадания окутают вас, осыпая множеством благословений. Воспринимайте это как знак того, что я спешу за кулисы, чтобы помочь вам. Будьте готовы, потому что в ближайшие дни вы можете увидеть чудеса, в которые не сможете поверить. С вами произойдут невероятные вещи, которые удивят и мотивируют вас. Удивительные вещи находятся в работе. В этот день я собираюсь сделать кое-что, что удивит тебя. Бог заявляет, что вы процветаете во всех сферах своей жизни, духовно, эмоционально, физически и финансово. Доказательство неограниченных благ, которые я предоставляю вам, очевидно. Подумайте о том, какую силу вы имеете, чтобы обмениваться жизнями с теми, кто вам дорог. Избежать бедности, невзгод и других проблем возможно, вступая в новую главу своей жизни. Будьте готовы к невероятным преимуществам, отпустите и примите освобождение, успех и изобилие, которые я запланировал для вас. Вы уже знаете, что я вмешиваюсь свыше, чтобы значительно улучшить вашу жизнь. Подобно реке, текущей в изобилии, вы получите благословения, изменяющие вашу жизнь. Так же, как я управляю небом и землей, что бы ни случилось с вами в будущем, я тоже буду знать об этом. Армии Господа Бога Небесного дали мне великую силу, поэтому тебе не следует в этом сомневаться. В этом году ваша жизнь будет наполнена соответствующими вещами. Благодаря дополнительным средствам, которые я могу предоставить, вы сможете осуществить свои желания и одновременно помочь другим. Я уже работаю в твоей жизни, даже если ты этого не осознаешь. У меня есть сила превратить зло в добро, печаль в надежду, и вам даровано множество благословений. Я благословлю тебя и исцелю твои раны, вам не нужно беспокоиться. Чудеса, благословения и достижения, которые помогут вам в вашем путешествии, это мой дар вам,
вашему любящему Богу. Во всех аспектах вашей жизни я желаю вам успеха и счастья. Не бойся, я защищу тебя во всех конфликтах. Я могу совершать необыкновенные подвиги, потому что я божество чудес. Я способен совершать чудеса, такие как воскрешение больных, перемещение гор и раскалывание морей. Я могу принять любой вызов, я сделаю немыслимое возможным. Я могу внести связь в ваши отношения и облегчить вашу боль. Я могу представить множество достойных способов жить. Я улучшаю ваше положение, я предлагаю много преимуществ для вас и ваших близких. Сможете ли вы их получить? Мой безграничный энтузиазм может пронизывать ваши отношения, наполняя их радостью, мудростью и пониманием. Я могу контролировать не только ваши финансы, оно пронизывает всю вашу жизнь, затрагивая такие области, как ваше благополучие и межличностные отношения. Я всегда рядом с тобой, готов подбодрить тебя и утешить, когда тебе плохо. Помни, что я всегда рядом с тобой. Бог говорит, что ты мое любимое дитя, и я спешу внести немедленные конкретные изменения в твою жизнь. Иисус однажды сказал, что хотя некоторые вещи невозможно совершить с помощью людей, все возможно с Богом. Обратите внимание на эти утверждения, поскольку они могут быть точными. Господь здесь, чтобы поменяться с вами образами жизни от места скудости к месту изобилия. Я превращу твою печаль в радость и принесу тебе процветание. Ни о чем не беспокойтесь, потому что я преодолею все трудности, с которыми вы столкнетесь сегодня. Я могу сражаться в твоих битвах от твоего имени, потому что у меня есть вся сила. Приходите ко мне, если вы устали чувствовать грусть, потерянность и безнадежность. Вы можете передать свои заботы, боль и проблемы в мои руки, и я подарю вам здоровье, радость и спокойствие, которых вы желаете. Пока вы спите сегодня вечером, ваш банковский счет наполнится большим количеством денег, чем вы можете себе представить, и каждый из ваших счетов будет оплачен полностью и вовремя. Вы молились о чуде, и я принесу его вам, мои любимые дети. Желаю вам удачи и процветания, любви и божественной благодати. Я всегда слежу за тобой. Приготовьтесь к серьезным переменам во всех аспектах вашей жизни. Удивительно, но ситуация улучшится во всех сферах вашей жизни, включая карьеру, финансы, здоровье и отношения. Знайте, что я послал ангелов-хранителей, чтобы помочь вам и оплатить все ваши счета и долги. Ваши близкие будут защищены и защищены. Вы не одиноки, поэтому не стоит бояться. Будьте уверены, мои ангелы-хранители присмотрят за вами. Давайте вместе попросим Бога излить на вас обильные благословения. Мы приходим к Тебе, Небесный Отец, чтобы искать Твоего руководства и защиты в это время изобилия. Мы просим Вас окружить нас ангелами, которые будут охранять нас, пока мы будем следовать Вашей воле в нашей жизни. Пожалуйста, помогите нам поверить, что Вы дадите нам великое благословение и принять Ваши обещания как истину. Обо всем этом, драгоценное дитя, просишь во имя Иисуса Христа. Очевидно, впереди вас ждет решающая неделя. Одно чудо за другим будет даровано тебе, и ты испытаешь большой успех и удачу. Вода будет благословением во время еды, когда ты восхваляешь и поклоняешься Господу Богу твоему, Он также избавит тебя от болезней.
Имейте в виду, что если вам понравятся эти преимущества, вы можете получить еще больше. Ваша чаша переполнится благословениями, потому что мне нужно обильно благословить вас. В моей любви к тебе никогда не будет сухости. Несмотря ни на что, я все еще люблю тебя. Пожалуйста, имейте в виду, что я ваш Бог и Создатель. Я способен сражаться против тебя до конца времен, несмотря на несовершенство и все такое. Я буду готов протянуть руку помощи и все сделать, когда вы попросите. Я останусь рядом с тобой, несмотря ни на что, любовь и красота – мои подарки для тебя. Собрав все это вместе, вы получите замечательную метаморфозу от состояния изобилия к состоянию тотального ошеломления, большой удачи, чудесных событий и счастья. Во имя Иисуса я разрушаю все чары и вредное влияние на вас, чтобы Его кровь могла покрыть все, что затрагивает вас, и чтобы Божья справедливость могла твердо противостоять вашим противникам. Дайте Богу деньги, отдайте Ему свои проблемы и позвольте Ему позаботиться о них. Отдайте свои раны в руки Бога, и Он их залечит. Отпустите свои страхи, и Он поддержит вас. Поставьте свои проблемы перед Богом, и Он благословит вас. Никто не сопровождает вас в этом путешествии. В трудные времена Господь обещает быть вашей сильной рукой, ведущей ваши битвы и успокаивающей бури. Благодаря тому, что Бог переписал ваши обзоры, отчеты и обращения, вы увидите драматические изменения. Вы собираетесь испытать радость, смех, любовь и благословение, которые приходят от замены ваших печалей чудесами, благословениями и улучшениями. Бог обещает, что независимо от того, насколько слабыми вы себя чувствуете, Он будет вашим источником вечной силы. Продолжайте идти, потому что, когда вы думаете, что закончили, Бог удивляет вас неожиданной выгодой. Деньги неожиданно появляются у дверей Его дома. В эти дни, через несколько часов, вам следует улыбнуться и подумать о том, чтобы прославить Бога за это чудо. Я молился, чтобы ты знала, что Он уже твой и что Он может быть твоим, когда бы ты ни попросил. Верьте, что ваше будущее развивается именно так, как задумал Бог. Будьте благодарны за то, что у вас есть, и доверьтесь Божьему плану вашего успеха. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, я верю в Твою способность найти решение, поскольку Ты – воплощение безграничного потенциала. Положите конец каждому духу неудачи вокруг меня и людей, которые мне не безразличны, во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы не только слышите меня, но и видите меня, заботитесь обо мне и любите меня. Только Ты достоин моей величайшей преданности. Благодарю Тебя за то, что Ты сотворил, дал силу моему бьющемуся сердцу и освободил меня от груза жизненных забот, облегченного искупительной жертвой Иисуса Христа. Мой административный центр – это место, где я ищу спокойствие. Благодарю Тебя, Господь, за дар жизни и за все, чего Ты достиг в моей жизни. Я ценю Вашу искреннюю заботу о моей семье. Доверяясь Вам, я даю Вам полный контроль над своим образом жизни. Ваше здоровье, ваш банковский счет и ваши отношения выиграют от исцеления и восстановления, которое вот-вот произойдет. Если вы останетесь до конца фильма, вы увидите улучшение своего здоровья и финансов. Позвольте мне исцелить вашу боль, залечить ваши раны и восстановить все, что вы потеряли в стремлении к материальному успеху.
В эти выходные у вас огромный потенциал. Подготовьтесь к жизни, полной радости, богатства и удовлетворения, открыв свое сердце для принятия подарков. Бог на моей стороне. На этой неделе ваша прибыль может утроиться, удивив тех, кто хочет вам навредить, и добавит радости в вашу жизнь. Бог говорит: считайте Бога чудес единственным человеком, который может сделать, казалось бы, невозможное. Всегда помните, что Божье правительство превосходит все, что вы можете себе представить. Он рядом с вами, направляет вас, утешает и защищает вас, даже если ваше сердце тяжело от боли и текут слезы. Ты его любимый, обожаемый и безмерно драгоценный маленький мальчик. Подумайте об этих 3 вещах. Бог будет с вами от начала и до конца вашей жизни. Молодец, мой дорогой мальчик. Поскольку в ближайшие 12 часов вы собираетесь выиграть крупный лотерейный приз, огромная сумма денег может волшебным образом появиться на вашем банковском счете, осыпая ваших близких радостью, счастьем и изобилием. Ваши пальцы будут привлекать большие суммы денег так же, как сахар привлекает муравьев, и вы принесете в свою жизнь изобилие богатства. Как бы низко ты ни упал, я восстановлю все, что было у тебя отнято, и тогда безмерно благословлю тебя неограниченным здоровьем, деньгами и успехом. Доверяйте Божьим обещаниям, живите жизнью, преданной Ему, и наблюдайте, как Его верность проявляется в вашей повседневной жизни. В наши дни ангелы посланы, чтобы оплатить ваши платежи и обязательства и защитить вашу семью. Ты не принадлежишь мне, на протяжении всего вашего пути Бог будет рядом с вами. Я избавлю вас от страданий и приведу к процветанию, устранив все, что вас связывает. Он заметил эту перемену и сказал: «Я знаю, что значит быть далеко, но встреча с Иисусом изменила всех». Новый сезон начинается полным радости и спокойствия, переживая Божью любовь по-новому и сильнее. Будучи христианином, вы никогда не будете по-настоящему одиноки. Под Божьей защитой Святой Дух будет с вами помощником, утешителем и наставником. Рэмпорт верит, что он проведет вас через жизненные бури. Если ты ищешь прибежище в его постоянстве, ты для него бесценна, и он тебя очень любит. Как христиане, мы боремся с сатаной посланием Божьим, и ваш голос – мощное оружие. Провозглашайте и молитесь, молитесь с уверенностью, разрушайте твердыни. Если вы чувствуете депрессию, помолитесь Иисусу, Он слушает и успокаивает тех, кто ищет Его. Дорогой Небесный Отец, в ответ на повеление Иисуса давайте помолимся вместе. Приветствую наступление новой недели сердечными молитвами благодарности и хвалы. Я ценю вашу любовь и заботу. Соразмерно твоему величию и богатству ты сверхъестественным образом исполняешь все мои желания, отмечаешь успехи, благо и многое другое на этой неделе. Надейтесь на лучшее и верьте в Божий план. Будьте готовы к чему-то удивительному, то, чего вы ждали, и зальется на вас, когда Бог откроет окна небесные. Продолжайте верить и молиться, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия. Бог будет работать, пока вы ищете исцеление. Знайте, что Бог на вашей стороне, когда вы принимаете Его таким, какой Он есть. Как целитель и кормилец, Бог с тобой, если ты поверишь в Него. Я дал тебе способность оправиться перед лицом невзгод, силу, которая исходит изнутри.
Благодаря этой устойчивости вы сможете противостоять штормам и неопределенностям на своем пути, чтобы найти свое дело. Я наделил вас не духом страха, а энергией, любовью и истинным интеллектом. Так что вам больше не нужно бояться или держать в заложниках. Моя детская любовь – это клей, скрепляющий космос, и твоя цель переплетена с ним. Когда вас любят, вы раскрываете свои внутренние истины и получаете возможность бесстрашно заниматься самопознанием. Пусть эта любовь будет сопровождать вас в вашем путешествии. Когда ты один, ты хочешь, чтобы я был рядом с тобой, и я могу позаботиться о мечтах, которые посеял в твоем сердце, пока тебя не было. Божественный план, который у меня есть для вас, постоянно развивается, и ваше дело не обязательно должно быть отдаленной целью. Путешествуя по территории самопознания, помня, что это не пункт назначения, а продолжающиеся приключения, вы приближаетесь все ближе и ближе к осуществлению своего дела. Гармонизируя свою волю с моей, пункт назначения – всего лишь контрольно-пропускной пункт на пути к цели, который растет, как лепестки цветка. С каждым новым откровением вы приближаетесь к осуществлению цели, которую я разработал для вас, так что радуйтесь этому, мои возлюбленные. Помните, что вы устроены страшно и чудесно. Во времена неопределенности твоя сила – доказательство умения, с которым мои пальцы реализуют свой талант. Причина, которую я представил вам, является той, с которой я согласен. Среди жизненных бурь и бурь – это якорь, который удерживает вас на этом драгоценном пути самопознания. Нравится тебе это или нет, как ты думаешь, было бы полезно знать, что я все еще здесь с тобой. Пусть вы обретете смелость и мудрость, чтобы проникнуть глубоко внутрь своего существа и раскрыть его тайны. Вера в себя и в божественное призвание, которое я вложил в твою жизнь, дитя мое, и слухи о твоем деле унесут тебя далеко. В образе Адвента ваш разум подобен маяку. Примите участие в приключении, прогуляйтесь по прозрениям и знайте, что вас ценят, моя дорогая. Внутри вас я несу успокаивающую мелодию, которая успокоит ваш разум. Остерегайтесь подталкиваний изнутри. Я дал тебе цель, выходящую за рамки материалистических амбиций, мой любимый малыш. Я хочу, чтобы вы отправились в путь самопознания и определили свои собственные цели в соответствии с духовными принципами, которые вытекают изнутри вас. Если ты поищешь это внутри моей любви, ты найдешь священный компас, который направляет твои действия. Сегодня, более чем когда-либо, вашей миссией должно быть не накопление эфемерного богатства, а скорее приведение ваших мечтаний в гармонию с вечными реалиями, уже существующими внутри вас. Жизнь, мотивированная любовью, порождает причину, превосходящую личность. Это иллюстрируется историями и учениями, которые подчеркивают глубокую важность интеграции личных устремлений с религиозными принципами. Я говорю о лучшем самаритянине, образце доброты и самоотверженного служения. В этих учениях, так же, как лунный свет мягко освещает мой путь, добродетели смирения, сострадания и доброты также являются строительными блоками практической жизни. Еще раз хочу рассказать вам историю о блудном сыне. Я подчеркиваю силу прощения и искупления, способные изменить жизнь, объясняя, как я обнаружил глубокую цель и удовлетворение от прощения, когда я осознал религиозную цену этого прощения.
Ты откроешь ключ к свободе, дитя мое, и через него ты откроешь причину, которая резонирует с космическим ритмом божественности. Когда наступит тьма, услышь эхо моих слов. Я благословляю тебя, мой новорожденный, зная, что настоящий успех приходит тогда, когда индивидуальные стремления находятся в гармонии с религиозными принципами благодарности, справедливости и любви. Это история надежды, ободрения и божественной цели. Дело твоей жизни, любовь моя, похоже на симфонию, которую небеса могут услышать и оценить. Пусть Он освещает путь к осмысленной жизни и направляет ваши действия. Я всегда буду тем, кто тебя вдохновляет. Способен ли я позволить малейшему вдохновению вести меня в моем путешествии? И пусть гармония моих стремлений с моими духовными принципами даст мне удовлетворение, выходящее за рамки материальных знаний. Ты моя возлюбленная, и, служа своей цели, ты являешь собой изысканное произведение искусства. Я люблю тебя больше, чем звезды на небе, и это твоя жизнь. Разве глубоко внутри вашего существа вы не можете ощутить глубокое чувство единства, логики и бесконечной любви Божественного? Моя дорогая, я умоляю тебя прислушаться к нежному шепоту, который находит отклик в твоем сердце, когда ты находишься в момент спокойствия. Ваш Спаситель здесь, простер руки и обнимает вас с непостижимой любовью. Я призываю вас, когда вы находитесь на перепутье своей жизни, искать мудрости и успеха в области вашего существа. Я наметил для вас священную дорогу, по которой вы должны следовать в своем путешествии. За каждым событием и каждым моментом стоит тщательное планирование. Слушайте внимательно песни, которые играют в вашей душе. Они соответствуют миссии, которую я вам поручил. Столкнувшись с жизненными решениями, небесные руки дирижируют симфонией твоей жизни, моя дорогая. Пусть пульс моих занятий гармонирует с ритм твоего сердца. Вам нужен компас, свет, который может светить сквозь тени, чтобы найти свой путь на жизненном перекрестке. Примите фундаментальную истину о том, что ваша цель тесно связана с более великим призванием, и пусть мое слово будет маяком, освещающим каждое ваше решение, каким бы маленьким оно ни было. Делая выбор, помните не только о том, как он повлияет на вашу поездку, но и о том, как он может повлиять на окружающих вас людей. Держись за любовь, малышка. Сделайте любовь краеугольным камнем, на котором могут быть построены все ваши надежды и желания, как я сделал для вас. В мире разума любовь. Безусловно, бесконечно прощать и даровать благодать. Любовь – это валюта, которая возвышает души и навсегда запечатлевает ваше присутствие в окружающем мире. Столкнувшись с, казалось бы, невозможным выбором, помните, что вы не одиноки. Сквозь лабиринт жизненных трудностей ты найдешь мою компанию. Молитесь и медитируйте о мудрости свыше. Если ты заглянешь достаточно глубоко в свою душу, ты найдешь ответы, соответствующие миссии, которую я поручил тебе, моя дорогая. Обратите внимание на нежные побуждения Святого Духа. Это карта, которая приведет вас к благополучной небесной судьбе. Начиная свой путь по жизни, помните о важности наличия цели. Ваше будущее формируется каждым вашим решением. Приведите свою веру в действие, раскрасив свою жизнь оттенками милосердия, любви и непоколебимой веры.
Никогда не забывайте, что цель – это скорее путешествие, чем пункт назначения. Именно выбор, который вы делаете на своем пути, формирует то, кем вы являетесь, и то, что вы оставляете после себя. Посреди хаотичной жизни убавьте громкость и прислушайтесь к тихому голосу. Мои уроки затрагивают самую суть вашего существа. Они не ограничиваются древними свитками. На этом этапе вашей жизни, мои возлюбленные, пусть они будут вашим компасом, когда вы будете делать выбор, который определит вашу историю. Утешайтесь осознанием того, что ваша цель не загадка, которую нужно разгадать, а возможность, которой нужно воспользоваться. Встаньте в систему, подчинитесь воле Бога и целеустремленно делайте жизненный выбор. Подобно нежным лепесткам цветка, дитя мое, знай, что я всегда рядом с тобой, твой наставник, который поддерживает тебя в твоем успехе и приносит слова ободрения в твое сердце. Пожалуйста, обратите внимание на вдохновение. Я гуляю по побережью Галилеи, приглашая обычных рыбаков забросить сети в более глубокие воды их жизни. Я слышу шепот цели, эхом разносящийся по залам твоего сердца. Я умолял их отказаться от привычного ради неизведанного, чтобы они могли открыть для себя более глубокий смысл, который я вложил в их сердце, возможность того, что их жизнь может быть чем-то большим, чем обычно, и иметь большую цель. Имейте в виду Петра, непринужденного рыбака, чье разбитое сердце ждет исцеления на берегу Галилейского моря. Я увидел потенциал, скрытый за поверхностью его повседневной жизни. Глядя ему в глаза, я произнес слова «Следуй за мной, и я сделаю вас ловцами человеков», и это произвело отклик за пределами физического мира и в его собственном существе. Этими словами был насажден разум и озарен путь Петра, позволивший ему стать скалой, положивший начало высшему призванию. Я, благословляющий, поднял рыбу и хлеб, чтобы накормить толпу, символизируя безграничное богатство, которое приходит от гармонии со своей целью. Мои преимущества уже не были материальными, это был акт небесной благодати, который помог тем, кто видел чудеса, осознать, что последствия их дела выходят далеко за пределы материальной сферы. Я надеюсь, что за это время я смогу показать им безграничные возможности, которые ждут каждого, кто примет миссию, которую я им поручил. Я вернулся на склоны, где проповедовал Нагорную проповедь, и мои слова находили отклик на протяжении многих лет. Я говорил с постоянным состраданием и поддержкой многим людям, чья жизнь отягощена бременем их привычек. Нечестивцы в сердце будут благословлены, потому что они будут править вселенной. Я говорил, чтобы ободрить угнетенных и принести облегчение тем, кто устал. Проще говоря, моей целью было понять их мотивацию, заверив их, что их величие предопределено, какой бы сложной ни была их ситуация. Я стал внушением, открывая глубины их сердец реальности, которая находила отклик за пределами их досягаемости. Как я видел самаритянку у колодца, жаждущую душу, в этом смысле, при встрече те, кто пьет эту воду, могут почувствовать усиление жажды. Но те, кто пьет воду, которую я могу дать, никогда больше не почувствуют такой жажды. Произнося эти слова, я направил ее на путь самопознания, который приведет ее к цели, более великой, чем она сама. Чтобы вдохновить себя, я столкнулась с человеком, который не предвидел приближающихся родов, напомнив нам, что мы можем преодолеть любое препятствие, пока наша мотивация далека. Никто не может писать
пока не пришли дела пославшего меня ночью. Теперь я призываю всех, включая слепых, сосредоточиться на настоящем моменте и воспользоваться возможностью реализовать внутреннюю цель своего существования. Подумайте об учениках, обычных людях, выбранных для того, чтобы сплотиться ради благородного дела, несмотря на то, что они наполнены неуверенностью и тревогами. Мужайтесь, когда ободритель говорит слова утешения в трудные времена жизни. «Не пугай меня больше». Я призвал их поддерживать зрительный контакт как источник поддержки. Когда ты ищешь смысл жизни, мое драгоценное дитя, вспомни все времена, когда я, Иисус Христос, был рядом, чтобы поддержать тебя, благословить и мотивировать тебя. Истина о том, что ваша цель является фундаментальной для того, кто вы есть, нашла отражение в аналах времен. Слушай внимательно, моя дорогая, ибо будущее, которое я с любовью запланировал для тебя, содержит мудрость и направление, которые помогут тебе. Ищите шепот своего сердца. Обратите пристальное внимание, потому что ритмы содержат ритм причины, которую я деликатно поместил внутри вас. Пусть ваш дух гармонирует с гармонией моей любви и руководства, пока мы мирно общаемся. На протяжении всей вашей жизни я призываю вас верить в своем сердце и отправиться в путешествие открытий в поисках своей цели, которая является не конечной точкой, а продолжающимся процессом. Всегда помните, что молитва – это больше, чем просто ритуал. Это ваша возможность пообщаться со мной, вашим вечно одаренным спутником. Вы можете найти ответы, комфорт и глубину своего здравомыслия среди миль каналов. Оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу, как, столкнувшись с трудными решениями, я искал утешения в мирных местах, чтобы молиться наедине с Богом. Именно тогда я обрел ясность и смог ясно видеть, как действовать дальше. Помните Гефсиманский газон, где мне тоже пришлось нести бремя судьбы? В разгар моей интенсивной молитвы я подчинился божественной воле и нашел в себе силы противостоять грядущим испытаниям. Способность объединить вашу волю с моей также поддерживается вашими молитвами, обеспечивая компас, позволяющий ориентироваться в неопределенности жизни. Я призываю вас склониться перед священной травой вашего сердца, где обильно растет вера, и позволить вашим молитвам превратиться в логику. Ты, мой любимый малыш, здесь звуки молитв окутывали тебя еще до того, как ты успел вздохнуть. Те, кто молился о вашем приезде, могут утешаться тем фактом, что вы здесь. По мере того, как вы приближаетесь к своему авторитетному разуму, в вашем разуме возникает прекрасная секунда, связанная с нитями ходатайства. Осознайте, что молитва необходима не только как последнее средство во времена кризиса, но и как постоянный диалог для успеха вашей повседневной жизни. Найти контакт со мной возможно в обычных и чрезвычайных случаях. Ваша цель – постоянная реализация замыслов высших сил на вашу жизнь. Молитва, являющаяся каналом для побуждений Святого Духа, ваша единственная надежда изменить ситуацию. Как и вы, я сталкивался с периодами принятия решений и сомнений. Все это время молитва была моим проводником. Выбор 12 апостолов является прекрасным примером принятия важных решений. Даже когда все и вся вокруг тебя пытаются заглушить твой еще тихий голос, ты можешь найти способ услышать его в тишине молитвы.
Это похоже на тихий шепот, указывающий вам путь, легкое постукивание, указывающее путь и внутреннюю мудрость, подсказывающую, что вы поступаете правильно. Рассматривайте чудо 5000 как прекрасную возможность, которая появилась благодаря тому, что у Иисуса был особый момент духовного контакта с Отцом перед преломлением хлеба и рыбы. Чтобы выразить свою благодарность дарителю всех благ, я поднял глаза к небу. Также помните обо мне в своих молитвах, ибо ваша мотивация исходит из безграничных источников Божьей любви. Даже если ваши шаги основаны на молитве, они становятся средством процветания чудес. Молитва – это двусторонний священный разговор между Богом и человечеством. Слушайте, пока говорите. Именно в спокойствии вы сможете услышать голос мудрости. Ваши просьбы и проблемы больше не оставляют меня холодным и равнодушным. Я здесь готов пролить свет, утешить вас и раскрыть причину в вашем сердце. Во времена сомнений пусть молитва станет вашим убежищем. Святилище, где вы отдыхаете, несет в себе ваши надежды, тревоги и мечты. Точно так же, как я уединился в тихих местах, чтобы помолиться, позвольте вам, благодаря этой связи, открыть свое сердце для получения мудрости, необходимой для достижения вашей цели. Выделите время в своем расписании для сознательного общения с Богом. Одна только молитва может помочь вам обрести ясность, силу и знание цели, которую я поставил для вас. Примите участие в путешествии, мои возлюбленные, потому что ваша цель не всегда является пунктом назначения. На этом пути вы ощутите изменяющую жизнь силу молитвы и шаг за шагом будете вестись к исполнению своего божественного предназначения. Прежде чем начать это священное путешествие, подумайте о процессе, поверьте, что молитва имеет силу, и знайте, что вы, возможно, не одиноки. Пусть ваше сердце будет соприкасаться с ритмом судьбы по мере вашего продвижения вперед, и пусть ваши молитвы станут маяком, освещающим путь к вашей божественной судьбе. Я возношу эту молитву, давайте распространим это послание. Это может стать прикосновением к переменам в чьем-то дне. И помните, записывайтесь и идите вместе с нами по пути веры, не пренебрегайте этим божественным общением, это благословение небес осветить ваш путь сегодня. Если верите, напишите «Я остаюсь уверенным», зная, что Бог со мной на каждом этапе пути. Я знаю трудности, с которыми ты столкнулся, темные времена твоего духа, твою радость, твою искру надежды, и я знаю бремя, которое ты несешь в своем сердце, горе, которое тяготит тебя. Вот и открывается брешь, пространство надежды, любви и заметных побед. С каждым шагом, который мы делаем к оптимизму, мы движемся к жизни, полной счастья и процветания. Великие перемены, которые появляются на вашем горизонте, из божественного одобрения мы вновь обретем уверенность и оживимся в нашей цели. Главное – верить в путь и продолжать делать все возможное. Напишите с верой «Я благодарю Тебя, Отец, за безусловную любовь, которая обогащает мою жизнь. Бог проследил каждый изгиб твоего пути, и вот-вот откроются неизмеримые врата. У вас есть способность учиться, внедрять инновации и становиться счастливее и здоровее. Красота, которая откроется в вашей жизни, бросит вызов всему невозможному. В утешении этих слов Бог наблюдает за вами, исцеляя ваши раны, оживляя ваш дух и укрепляя его. Он излучает надежду во времена дефицита,
и ничто не остановит тщательно созданные благословения, которые уже на пути к вам. Давайте подтвердим и повторим: «Я верю, что обетования Божии исполнятся на моем пути». Давайте объединимся в молитве с благодарностью и тоской в наших сердцах, благодарными за каждый шаг под Его бдительным взором Бога любви и верности, который идет рядом с нами, никогда не покидает нас, вдохновляет наш путь и укрепляет нашу непоколебимую уверенность. Каждому обетованию Господню назначено время, предназначенное для Его исполнения. Если Его воля состоит в том, чтобы вы взяли на себя роль лидера, пусть будет так. Крепко держитесь, Господа, и Его обещаний, поскольку все, что нам нужно делать, это твердо верить в Его время и мудрость. Давайте провозгласим: «Я принимаю, Отец, преобразования, которые Твоя воля приносит в мою жизнь». Если у Бога есть планы относительно новой работы для вас, знайте, что в нужное время такая возможность представится. Поэтому очень важно доверять сроку и обещаниям Господа, потому что Он хочет, чтобы мы процветали и в полной мере воплощали в жизнь то, что было нам обещано. Чтобы понять, как вести жизнь завоевания, давайте возьмем пример противостояния Давида с Голиафом. Несмотря на насмешки и угрозы великана, Давид не колебался, и его победа зависела не от его доспехов или мечей, а от его непоколебимого доверия Господу. Напишем: «Бог – моя единственная сила». Давайте вспомним помазание Давидом Самуила прекрасным маслом, символизировавшее божественное присутствие и благословение в его жизни. Благодаря этому помазанию Давид наполнился Духом Господним, как и мы. Питая нашу веру и преданность, мы можем достичь глубокого понимания того доверия, которое мы должны возлагать на Бога. Евангелие учит нас, что вера – это уверенность в ожидаемом и уверенность в невидимом. Пришло время задуматься о нашей личной вере в Господа. Давайте не будем забывать Авраама, который, повинуясь призыву уйти в неизвестном направлении, продемонстрировал непоколебимую веру. Если понимаете, напишите: «Хожу в вере, поддерживаемой силой Божией». Вы обладаете таким же безоговорочным доверием. Ваша вера, как и вера Давида, Авраама и Сары, может удивительным и чудесным образом исполнить надежды и просьбы. Итак, в общении и благодарности я молча приближаюсь к Богу в молитве. Дорогой Господь, я смиренно стою перед Тобой, благодарный за каждый новый рассвет и за то, как Ты благословил мой день. Ты – неиссякаемый источник света и любви, который направляет каждый шаг моей жизни, и я прошу Тебя направлять меня своей мудростью и состраданием. Давайте твердо заявим: Бог есть путь, истина и жизнь. Я прошу силы в невзгодах и терпения, чтобы пережить времена ожидания, ибо я знаю, что Твоя воля совершенна, и даже во времена испытаний или неопределенности я верю, что Ты со мной, обеспечивая мне свою постоянную заботу и руководство. Сегодня, дорогой сын, Бог обнимает тебя.